Здравствуйте, уважаемые телезрители, любители футбола и те, кто пристально следят за развитием отечественного футбола. Ежегодно в Таджикистане проводится традиционный турнир по футболу среди подростков, приуроченный памяти легендарного футболиста, который выступал в не менее легендарном клубе «Памир Душанбе» Геннадий Черевченко. И сегодня у нас в гостях его сын, главный тренер Тульского Арсенала, бывший игрок также футбольного клуба «Памир», который выступал также в сборной Таджикистана, Игорь Геннадьевич Черевченко. Спасибо большое, Игорь Геннадьевич, что смогли выделить для нас время здесь, в ущелье Алмуси, в красивой природе, в городе Гисар. Как часто вы бываете в Таджикистане? Если мне память не изменяет, то вы раз в год приезжаете именно тогда, когда проходит турнир, приуроченный памяти вашего отца. Ну, так и есть. Я жду, жду того дня, когда заканчивается чемпионат России, потому что на следующий день я уже у себя дома, то есть в Таджикистане. Добро пожаловать домой, Игорь Геннадьевич. И сразу такой вопрос. Какие ощущения вас охватывают, когда вы приезжаете в Таджикистан? Ну, каждый раз, когда я приезжаю, для меня не передать такие эмоции, когда возвращаешься домой, эмоции захлестывают. Все, каждый год Таджикистан меняется только в лучшую сторону. Я скучаю по Таджикистану. Пока жалко, что не получается приехать с супругой, с дочкой. В этом году собирались приехать, но там у супруги много работы, на телевидении, она также на телевидении работает, поэтому не получилось. Я думаю, что обязательно, я обязан это сделать, привести свою семью к себе на родину, где я вырос, где я родился. Уже есть план на будущее. Уважаемые телезрители, прямо сейчас маленький сюжет о профессиональной карьере футболиста и тренера Игоря Геннадьевича Черевченко. Сразу после продолжим нашу беседу. Игорь Геннадьевич. В полуфиналах Кубка Кубков. За время этого самого успешного для себя периода карьеры сыграл за «Локомотив» в 170 матчах, забил 9 мячей. По разным данным, за сборную Таджикистана Игорь Черевченко провел 8 матчей. На данный момент является главным тренером футбольного клуба «Арсенал Тула», который выступает в российской премьер-лиге. Игорь Геннадьевич, давайте с самого простого. Как в общем дела? Великолепно. Сезон такой получился в Арсенале сумасшедший во всех отношениях, и выполнили задачу, даже не то что задачу, сверхзадачу выполнили. Игорь Геннадьевич, не хочу вас перебивать, об Арсенале мы поговорим отдельно, еще очень много у меня вопросов по этому моменту. У меня другой вопрос. Вы ежегодно, как мы отметили ранее, приезжаете на 2-3 дня, когда проходит турнир, приуроченный памяти вашего отца. Что успеваете сделать за эти 2-3 дня? Может, после турнира навещаете кого-то или ходите куда-то? Ну, общаюсь с друзьями. Только? Ну, ездил в город обязательно. Вот сегодня вечером поеду в город погулять. До записи вы сидели с Левченко и с другими футболистами, бывшими футболистами, которые также сейчас работают в Таджикистане. Мубином Эргашевым, да. Мубином Эргашевым. С ним хорошие отношения. Мы с ним учились в высшей школе тренеров в Москве. Мы играли с ним вместе в Памире. То есть есть о чем вспомнить? Конечно. Я всегда очень рад, когда приезжаю в Душанбе, увидеть своих друзей. Это в первую очередь. И буквально пару слов о турнире, приуроченной памяти Геннадия Черевченко, человек, который внес огромный вклад в развитие футбола в Таджикистане, который выступал, на то время не было Республики Таджикистан, был Советский Союз единый, и он выступал в футбольном клубе «Памир». Откуда пришла такая инициатива проводить ежегодно турнир в его память? Когда случилось горе
в нашей семье. Вот, я даже не раздумывал, потому что я как сын, я обязан был это сделать, этот турнир. Мы сидели, я прилетел в Душанбе, сидели с близким отцом, другом моего отца, вот, где мы сейчас находимся, вот, Фатхуло Джалиловым. И мы как бы обговорили, также Азим Якубов, мы троем сидели и как бы решили этот турнир сделать, вот, потому что, я еще раз повторюсь, это я должен был это сделать. Вот, и вот спасибо этим людям, которые помогают с этим турниром. Уже второй год, уже он переходит в международный статус, уже и команда с Узбекистана приезжает второй год подряд. Вот, в дальнейшем у нас есть такие задумки, чтобы пригласить команду уже из дальнего зарубежья. То есть расширять географию? Да. И есть мысли такие, что сделать турнир как бы сборной, чтобы приезжали, сборной команды. Там, то бишь это будет сборная Киргизии, Узбекистан, там, Китай, Корея. Уже на такой уровень немножко перейти. Ну, это было бы великолепно, потому что это даст мощный толчок и импульс для развития детско-юношеского футбола в стране. Потому что я сам начинал, был ребенком, я при Союзе как бы еще не думал об этом, а вот сейчас я понимаю, что такие турниры, правильно вы заметили, что это дает толчок развитию юношеского футбола, который дальше переходит уже на более масштабный уровень. Более другой, да, уровень. И с этих турниров футболисты появляются. Игорь Черевченко, главный тренер тульского «Арсенала», сын достойного отца известного таджикского футболиста команды «Памир» Душанбе Геннадия Черевченко. Ежегодно при его поддержке проводится данное соревнование. В турнире приняли участие 5 команд со всех регионов страны и 1 команда из Узбекистана. Несмотря на то, что Игорь Черевченко долгое время живет и играет в России, однако считает себя таджиком и своей родиной признает Таджикистан. В церемонии открытия приняли участие сотрудники Федерации футбола Таджикистана, друзья и близкие Геннадия Черевченко, которые рассказали о его достойной деятельности в таджикском футболе начинающим футболистам. Геннадий Черевченко в 1969 году перешел в клуб «Памир» Душанбе, начал в дублирующем составе, но после того, как завершил карьеру, защитник-ветеран Юрий Рынков прочно занял место в основе. В итоге Черевченко провел за «Памир» 18 сезонов, долгое время носил капитанскую повязку. Рекордсмен команды по числу проведенных игр, сыграл в первенствах страны 563 матча, забил 22 гола. Несмотря на невысокий рост, отличался хорошей игрой головой. Турнир в память Геннадия Черевченко проводится ежегодно на площадках Академии Федерации футбола Таджикистана по приезду Игоря Черевченко на родину. Вы в 18-летнем возрасте уже выступали за «Памир». И в 18-летнем возрасте стали чемпионом Таджикистана по футболу. Вы, как и ваш отец, играли на позиции защитника. Как так получилось, что вы захотели продолжить путь своего отца? Был детский турнир. Поначалу, до 15 лет я был нападающим. Я был нападающим на турнирах, союзных турнирах, я много забил голов. Я не то, что там хвалю себя. И перспективы были быть нападающим. Мы были на турнире в Воронеже. Вот, и тренер ко мне подошел, а у меня был близкий друг Слава Князев, защитник. Вот, и он заболел. Он не мог играть сегодня. И он подошел, Георгий Александрович Кукушкин, мой тренер, он говорит: Игорь, ты можешь играть в защите? Я говорю: в плане. Он говорит: ну как твой отец. Я говорю: давайте попробуем. Ну, сыграли 0-0, я не забил пенальти еще. Вот, а команда была очень хорошая, они турнир этот выиграли, мы сыграли 0-0. Ну, тренеру понравилось, и мне самому понравилось. Я и даже третий номер взял, под которым играл отец. Только один матч решил вашу позицию навсегда. Так получается, да. О ваших навыках как нападающего. Был на дворе 1994 год, вы опять-таки выступали за «Памир». И был матч чемпионата Таджикистана против Кулябского Равшана. Помню, 10-0. 10-0, да, именно поэтому, когда я наткнулся на эту статью в интернете, и тогда некий защитник, которого звали Игорь Черевченко, забил 7 голов. Как так получилось, что центральный защитник так разобивался за один матч? 7 голов. Ту игру я в нападении играл.
У нас А, были проблемы с нападающими, тогда у нас был тренер Гулям Хайдаров. И также он подошел, говорит, сможешь сыграть? Я говорю, конечно, могу. Ну, а, так и случилось, что забил 7 голов, да. ну, значит, в дальнейшем вы играли в полузащите когда-нибудь? Нет, потом опять вернулся. Когда Защ- выздоровел нападающий, опять вернулся. Более не было случаев, когда вы выступали бы как нападающий? Нет, больше не было, нет. Вы один из тех немногих футболистов, которые, имея двойное гражданство, гражданство Российской Федерации и Республики Таджикистан, в конечном итоге остановил свой выбор выступать за сборную Таджикистана. Что это? Это уважение или, может быть, любовь к своей родине, или же уважение к тем улицам, где вы А выросли? это все вместе. Все вместе. Конечно, как я не имел морального даже права не играть за свою родину. Я даже не раздумал, когда у меня было предложение за сборную Таджикистана. У меня были предложения из сборной России. Был такой вариант, да. Но я выбрал Таджикистан, потому что я обязан был играть за свою родину. Нет, просто, к огромному сожалению, сейчас молодежь это не чувствует, и видно, когда молодые ребята, когда уезжая в молодом возрасте, таком за границу, уже когда у них есть предложение играть либо за Таджикистан, либо за другую команду, они выбирают и отдают предпочтение другой команде. Ладно, не будем более об этом. Другой момент. Вы также выступали за национальную сборную Таджикистана, и вот в интернете, к огромному сожалению, нет достоверных фактов, сколько матчей вы провели. Кое-где говорится, что 8 матчей, кое-где, что меньше. В одном источнике, например, говорится, что в 1993 году сборная Таджикистана не проводила матчей, ни товарищеских, ни официальных. Можете сказать, сколько точно вы выступали за сборную Таджикистана? Сколько матчей всего сыграли? Касательно 93 года, были 5 игр сыграл, 5 матчей. да. А как насчет 93 года? Тогда сборная Таджикистана играла товарищеские матчи или хотя бы официальные матчи? Но мы ездили в Узбекистан, играли турнир вот, в Ташкенте. Играли турнир, заняли второе место. Первое место, как Узбекистан занял, мы второе место заняли. Плюс в Иране был турнир под эгидой УЕФА. Мы в полуфинале проиграли сборной Ирана 1-0. Вот. Даже не 5, я сейчас больше. Игр 8 сыграл за сборную. Игр 8. Значит, 8 игр это точно. Да. Но неясно, забивали ли вы вообще. Я, Один гол забил. Да. Я рассматривал одно ваше интервью, как вы отметили, что я забивал гол, но нигде это не отмечается. Это какой матч был? Со сборной Казахстана. Со сборной Казахстана. Вы играли как защитник? Защитник, да. Ну, со стандарта забил. Со стандарта. Да. Ну, это- Но проиграли 3-1, конечно. К сожалению, но А теперь немножко поговорим о вашей тренерской карьере. Вы начинали в диско-юношеской команде «Локомотива Москвы». Да, почему после завершения футбольной карьеры вы решили не отдаляться от футбола? а я не вижу свою дальнейшую судьбу вне футбола. Я сразу решил для себя, то, что от футбола никуда не уйду. Вот. В футболе я всю жизнь. Я в футболе с 2 лет. Даже с года, как я только на ноги встал, у меня всегда был рядом основной мяч футбольный. То есть вы себя вне футбольного поля никак не видите? Никогда. И я думаю, этого не будет никогда. То есть до последних дней в футболе? Да. Отлично. Игорь Геннадьевич, другой вопрос. После того, как вы были главным тренером в диско-юношеской школе «Локомотива», Рашид Рахимов, не менее знаменитый таджикский футболист, на тот момент был главным тренером основной команды «Локомотива», и он взял вас к себе в тренерский штаб. Как он повлиял на ваше становление как в будущем, как специалиста? Ну, как повлиял? В полной мере повлиял. У нас был с ним разговор, он говорит, да, я хочу, чтобы ты был помощником в тренерском штабе. Вот я за это ему очень благодарен, что Рашид Маваткулович взял меня и оказался в этом клубе, в своем как бы родном клубе. Вот. И я думаю, что он сыграл очень большую роль в дальнейшей моей тренерской работе. Рашид Рахимов выступал под руководством вашего отца в футбольном клубе «Памир». И вы уже тогда были с ним знакомы. Да. И повлияло ли это знакомство на то, что он позвал вас, либо были сугубо деловые отношения? Ну, я так скажу, что у меня было другое предложение. Другой российский клуб пойти помощником на тот момент. Я позвонил президенту «Локомотива», честно, потому что они заплатили за меня деньги на учебу в высшей школе тренеров. Я позвонил, тогда был Наумов, президент «Локомотива», сказал, если вы меня не видите в штабе, тогда я ухожу. Вот. А то, что он мне сказал, я сейчас позвоню Рашиду Маваткуловичу,
Если он даст добро, тогда к нам. Потому что я не имел права просто так уйти в другую команду, потому что я как бы честный человек, за меня футбольный клуб «Локомотив» заплатил деньги. На тот момент они немалые деньги. Я просто хотел узнать у президента, есть интерес ко мне, нету интереса ко мне. Вот. Ну, через час он мне перезвонил, сказал, что да, все нормально, Рашид Муратқулович дал добро. Ну, вот и входишь в тренерский штаб футбольного клуба «Локомотив». Все, и через 2 дня мы уже полетели на сборы. Уже тогда вы могли представить, что вообще спустя всего несколько лет вы будете главным тренером «Локомотива»? Ну, как представить? Желание было. Вот. Ну, представлять, можно там раздумывать, там, тренером Реала быть, там, Барселоны. Вот. Но я к этому стремился, я хотел. Да, быть. мечтать можно о многом, но также рвение и что делать, чтобы достичь своей цели, тоже нужно обязательно. Давайте окунемся в 2015 год. Вас назначают главным тренером «Локомотива», и в первый же сезон вы выигрываете Кубок страны. И довольно-таки неплохо завершаете сезон в чемпионате. Если память не изменяет, «Локомотив» завершил сезон на 6-й строчке с 50 очками. И всего по дополнительным показателям вы уступили «Спартаку». «Спартак» находился на 5-й строчке, тоже 60 баллов. Но так или иначе, несмотря на неплохие довольно-таки результаты, вы подаете заявление об отставке. С чем это связано? Можете объяснить? Ну, были там небольшие трения с новым руководством. Вот. Мы были на сборах в Австрии. Я уже знал на тот момент, что руководство меняется, что приходит новый президент, новый спортивный директор, но полностью руководство меняется клуба. И при всем при этом ни одного звонка не было ни ко мне. Ко мне футболисты подходили, спрашивают там задачи, там свои дела футбольные. Вот. Как бы на тот момент я почувствовал, что команда на 2-м месте. Для тех людей, которые приходят. А на первом месте коммерция? На 1-м месте нет, они решали свои вопросы. Президент, совет директоров обсуждали что-то. И вы не захотели подождать? Нет, я провел 2 игры. Провел 2 игры нового Ничего сезона. не поменялось? Ничего не поменялось, та же тишина, все. Что он делал, все к лучшему. Ну да ладно, оставим вопрос про «Локомотив». Перейдем теперь в более недавние времена. Не будем трогать Балтику. Вы там провели ровно год. А сразу... Полтора. Да, если быть точнее, 1,5 года. И сразу перейдем в 2018 год. Вас назначают главным тренером «Арсенала». Пока еще не лондонского, но все-таки тульского, который выступает в российской премьер-лиге. Как вы там оказались? Ну, позвонил генеральный директор Дмитрий Балашов, с кем мы знакомы уже давно по работе в «Локомотиве». Также он в «Локомотиве» работал вместе. И сказал, что со мной хочет встретиться президент клуба Гурам Захарович Аджоев. Вот. Я, не раздумывая, встретились не 1 раз, встречались 3 раза. Вот, обговаривали там моменты. Как президент он хотел узнать мое видение футбола. Потому что это нормально, это профессиональный разговор был. Потому что Аджоев, он сам футбольный человек. Играл на отличном уровне в чемпионате ЕСЭ. Поэтому так случилось, что я после 3-го разговора подписал контракт. Они вас уговаривали или это было обоюдное соглашение? Это обоюдно было решение. И они были, и я за. Поэтому я еще раз говорю, что я долго не раздумывал над этим решением. Не то, что у меня не было вариантов, но были варианты и другие. Вот. Ну, как бы еще то, что президент футбольный сам играл, понимает все. Плюс генеральный директор с ним давно знаком. Плюс Тула недалеко от Москвы. Все, что вы говорите, нам показывает, что далеко не только то, что происходит на поле, означает всю самую главную суть футбола, потому что, оказывается, большая часть остается за ширмой. Это вот все, к сожалению, не знают болельщики и другие люди, которые не вникнуты в футбол. 2018 год для тульского «Арсенала» прошел очень удачно. Под вашим руководством команда заняла 6-ю строчку, дошла до полуфинала в Кубке страны, хотя могла и пройти дальше, даже выйти в финал, но, к сожалению, этого не произошло. И плюс ко всему пробились в Лигу Европы.
Пока что только в квалификационный раунд, но тем не менее уже успех. А с чем это все связано, несмотря на то, что это только первый год? Может, Ну, новые приобретения, которые... Там по большей части не приобретения, а арендованные игроки, да, но там, так или иначе. ну, первое, это хорошая работа футболистов на сборах, потому что я пришел в ноябре месяце, оставалось 3 игры. Вот. За эти 3 игры мы и то даже обыграли «Зенит» 4-2, чемпиона будущего. Ну, я скажу так, что я в тот момент ничего не менял вообще. Потому что я понимал, что осталось до конца сезона 3 игры плюс месяц времени. Это революцию не сделаешь. Поэтому уже доигрывали так, как было. До меня при руководстве Конного. На сборах мы уже стали работать немножко по-другому. Вот. И это дало результат. Я думаю, да, но это в первую очередь это очень большая заслуга самих футболистов, потому что я видел, как им было тяжело на сборах, вот, но они терпели, да, что-то не получалось, там, они нервничали, там, мне что-то не нравилось, я тоже нервничал с тренерским штабом, но в итоге потихоньку, постепенно к чемпионату мы подошли в хорошей форме. В недавнем своем интервью вы жаловались на то, что от команды уже начинают отходить те футболисты, которые были взяты в аренду. Что собираетесь с этим делать? Потому что в основном это ключевые игроки команды. Ну, это большая проблема будет. Но сейчас в течение 2 недель должно все решиться. Должно все решиться в течение 2 недель. Вот, потому что я знаю по разговорам, к сожалению, это не от нас зависит уже. Потому что арендованные, они принадлежат другому клубу, там как руководство поведет. Но большинство футболистов, они хотят остаться в Арсенале. Но может ли руководство клуба позволить себе выкупить их контракты? Ну, это вопрос сложный, конечно. Это не то, что первый год в Туле, это уже года 3. Большинство футболистов, они арендованных. Вот. Мы не можем себе позволить, как те топ-клубы, как «Спартак», «Локомотив», «Зенит», покупки футболистов. У нас нет денег на трансфер. Можно ли назвать тульский «Арсенал» в сезоне 2018-19 открытием сезона? Потому что результаты довольно-таки неожиданные. Никто не ожидал. Даже самый ярый фанат. Никто не ожидал. Только верили руководство клуба в лице губернатора Тульской области, президента, генеральный директор, спортивный директор, тренерского штаба и футболистов. Только мы верили. Отлично. А в 2016 болельщики. Болельщики и верили. Конечно. Даже верили в то, что команда выйдет в Лигу Европы? Конечно, а как без этого? Мы уже играем для них. Хорошо, отлично. Идем далее. В 2016 году у вас была беседа в радиоэфире с комментатором Нобелем Арустамяном. И Нобель пожаловался на то, что команда «Локомотив» играет неразнообразно. Неразнообразно, он буквально обвинил в какой-то степени вас в этом. И вот недавно вышла статья аналитическая, и разбирали тактику тульского «Арсенала» против игр, против топ-команд. И вот там показывается, что начальная стратегия, которую обычно вы используете 4-2-3-1, 2 опорника, 3 поднападающих и 1 чистый нападающий, в зависимости от хода игры меняется. 4-3-3 было 4-3-3 и иногда даже 4-1-4-1. Да. За 2 года, точнее за 3 года, Игорь Черевченко как тренер, насколько поменялся? Ну, я пересмотрел свое видение в футболе. Плюс я критику тоже не пропускал мимо своих ушей. Вот. Ну, я скажу так, специалист это все понятно, это все, журналисты, все красиво, все хорошо. Но есть футболисты в команде, еще надо от них отталкиваться. Какой футбол они могут играть. Это не просто так. Там. Вот если я пришел в Арсенал и вижу, что, как сейчас модно говорить, автобус, троллейбус, поезд там стоит, я вижу, что с ними это им не интересно будет. Они любят играть в футбол. Любят атаковать, любят забивать. Поэтому автобус можно с любой командой сделать. Из любой команды автобус. Это легче всего. Но не на любом автобусе можно далеко уехать. Это я согласен. Вот поэтому вот это то, что в «Локомотиве» было, да, мы зачастую играли много от обороны. Вот. Но я и сейчас то же самое наблюдаю в «Локомотиве». Тоже много играют вторым номером.
В другом своем интервью вы отмечаете, что главный специалист, к которому вы рветесь, кем вы хотите быть в будущем и на кого вы стараетесь быть похожим, это главный тренер Атлетико Мадрид Диего Симеоне. Почему? Потому что он пропагандирует защитный футбол? Там все вместе. Контратакующий футбол. Вот. У него. Ну, еще мне нравится игра Ливерпуля. Игра Ливерпуля, два совсем разноплановых тренера, совсем разные стили игры. Как это можно смешать? Надо стремиться к этому. Баланс должен быть. Баланс. Надо найти баланс между атакой и обороной. Но смотрите, в Атлетико Мадрид атакующий потенциал команды позволяет сотворить такое. К примеру, Антуан Гризманн – это совсем другой уровень. А не хочу никого обидеть, но нападающие, которые выступают в российской премьер-лиге, это совсем другой уровень. И для кого не секрет? Ну, меня устраивает. Вот. То, что в Арсенале есть футболисты, они доказали игрой. Там не просто так, что Джордж Зинит возвращается. То, что Мирза Бакаева в сборную России вызвали. Это Да. не просто так. Это прежде всего их заслуга, то, что они стремились к этому, они долго к этому шли. Плюс работа тренерского штаба. Тоже, это не только моя, потому что я никогда себя не уделяю, потому что мы все вместе работаем. Там помощники. И мы достучались, донесли до ребят, они поняли, восприняли это, что им будет хорошо делать то, что мы им рекомендуем. Вот. Да, были моменты, когда на сборах они играли более атакующий футбол, когда мог Резван или Зелимхан не возвращались назад, только на атаку. Пришлось с ними разговаривать на сборах, то, что надо, и отрабатывать назад. Как раньше, например, тренера сейчас не могут жестко с футболистами, потому что футболисты, уже мировой футбол и практика мирового футбола не раз показывала, что футболисты могут бойкотировать тренера и, как это сейчас принято назвать, сливать тренера. А как вы сумели добиться того, чтобы те футболисты, которые не хотят возвращаться в оборону, которые исключительно играют на атаку, начинают как бы пахать на поле? Ну а как по-другому? Там в футболе сейчас нет такого, что атакуют все, один человек, обороняются все. Игроки должны, как правильно выразиться, они должны уметь все на футбольном поле. Как и впереди играть, так и обороняться. Вот. У меня, да, с ними были беседы с игроками, со многими индивидуальные беседы. Но они восприняли это все хорошо. Вот, и вот результат, что 3 человека. Вы сказали, что вам нравится игра Ливерпуля. Вам нравится игра клоповского Ливерпуля или вообще Ливерпуля? Не Клоповского, Ливерпуля. Мне нравилась Боруссия. А Дортмунд под почему? руководством. Потому что из совсем неизвестных ребят он взял и сотворил такую команду? Ну, это тоже большая заслуга его. Вообще, я симпатизирую этому тренеру. Что еще? Что он добивается, где бы он ни работал, он доносит до футболистов до такой степени, что они понимают с полуслова, я так вижу. Вот. То, что они знают, что они хотят на футбольном поле. Вот. И я понимаю, что и тренер до них доносит так, что они как бы слушают, впитывают это о том, про звезды. Там тоже хороший футболист в Ливерпуле. Но они как бы, я проще скажу, это тренерская команда. Где бы он ни работал, это тренерская команда. Вот у Клопа. Другой вопрос, который вызревает из ваших слов опять-таки. В чем отличие топ-тренера от очень хорошего тренера? Это, конечно, вопрос хороший, я думаю. Нет, если честно, у меня такого вопроса нету. Я даже не задумывался. Просто вы начали рассказывать про психологическое состояние команды Клопа, как он готовит команду. И вот он топ-тренер. Да. И в чем отличие просто очень хорошего специалиста от топ-тренера? Ну, я не знаю, кто как бы говорит, что он топ-тренер, а кто очень хороший тренер. Я думаю, это журналист. Это неписанные критерии, опять-таки. Ну да, для меня все тренеры, я всех уважаю, своих коллег, всех. Я не могу делить там, это топ, это не топ. Для меня они все топы, потому что они уже главные тренеры команд. Это уже топ, это уровень уже. Потому что руководить 25-30 человек, это тоже нелегкий труд. И поэтому у меня нет таких разделений. Очень хороший тренер, топ, тренер просто.
Для меня они все топы. Нет. Если бы вам дали клуб, чтобы вы были главным тренером, какой бы футбольный клуб вы бы выбрали? Меня в Арсенале все устраивает. Ну, давайте абстрагироваться от ситуации. Представим, что вы свободный агент, и у вас есть предложение от всех футбольных клубов мира. Какой бы вы выбрали? Сейчас, думаю, начнется от того симпатии, детские симпатии. Кому вы симпатизировали в детстве, может быть? Ну, я не буду говорить, кому симпатизировал в детстве, потому что не актуально уже на данный момент. А, ну, хорошо. Так, Туда я никогда не пойду работать. хорошо. Так, можем сделать выбор среди всех клубов? Ну, пока Давайте так. я не могу, поэтому так на тему рассуждать. Мне в Арсенале все устраивает, честно. Я более чем уверен, что вас все устраивает. Но почему так? Если представим, что вам предложит контракт Барселона, или же условно Реал Мадрид, или уже условно опять-таки Ливерпуль. Для начала надо английский язык выучить и испанский. Английский один из самых легких языков мира. Нет, итальянский. Итальянский, не знаю, итальянский не изучал, не могу знать, но английский знаю. Поэтому он очень легкий, буквально за 2-3 месяца можно его подогнать. Представим, что изучили английский язык. Какой футбольный клуб? Я вижу, что вы не хотите отвечать, но я хочу услышать хотя бы какую-нибудь команду. Манчестер Юнайтед. Манчестер Юнайтед. Почему? Из-за философии клуба? Ну, вообще мне нравится этот клуб. Какой бы ни был у них результат, но это бренд, это история, это Манчестер Юнайтед. Теперь немножко перефразируем вопрос с другой части. Если бы у вас был карт-бланш, и вы бы могли пригласить к себе в Тульский Арсенал любого игрока, кого бы пригласили? Я бы оставил тех, кто сейчас есть в команде. К сожалению, не от меня зависит, но я бы оставил этих ребят всех. Команде условный Роналду или Месси не нужен? Ну или, скажем, Гризманн? Они российский чемпионат тяжелый. Не каждый футболист там может заиграть. Там есть своя специфика. Тяжелый чемпионат. А чем отличается российская премьер-лига от других ведущих чемпионатов Европы? Скажем, от Ну, я АПЛ не- или же Ла Лиги? Я не могу этим сказать, но я могу объяснить одно, что в России больше команд играет от обороны. Вот. От обороны много играет. Ну, там почти все команды это умеют делать. Вот. Потому что мне и в России спрашивали журналисты, говорят, там первый номер, второй номер. Я говорю, первым номером в России никто играть не может. Даже «Зенит». Даже «Зенит». Их заставляет команда играть первым номером. Потому что против «Зенита» все от обороны играют. И команда вынуждена идти вперед. Конечно, там это уже от соперника зависит. От соперника. Но я рад даже, что даже признали, что уже против Тулы уже начинали команды играть вторым номером. А кто мог об этом подумать еще месяца 8 назад, что против Тулы будут команды играть вторым номером. Тульский Арсенал в этом сезоне также можно назвать грозой авторитетов. В российской премьер-лиге есть такое понятие гроза авторитетов. Это команда, которая, несмотря на то, что не является статусной, бьет более именитых соперников. Какой матч в этом сезоне вы можете выделить отдельно? Отдельно, я выделяю все матчи, потому что были матчи не очень хорошие, да, там по качеству, но это бывает. Там чемпионат нельзя ровно пройти. Вот, там травмы, не травмы, там есть своя специфика такая. Вот. Ну а Спартак 3-0. 3-0. Причем по делу. Довольно-таки, Локомотив да. 2-0. Тоже по делу. Опять-таки. Спартак 3-2. Ну, Спартак 3-2 это меня еще не было тогда. А, да. Меня Прошу еще не прощения, было, да. так. ЦСКА, когда мы играли на нейтральном поле в Грозном. 2-0, тоже по делу. Уже насчет будущего сезона задумываетесь? Как готовить команду, кого брать, кого нет, с кем проводить спарринги? Но это В уже все сборах. есть, да, на сборах там все есть, все расписано уже. Там 3 игры будут в Австрии. Вот. Но я понимаю так, что уже к Арсеналу будут немножко по-другому относиться. Уже и требования будут другие. Если у нас задача была перед моим приходом, когда я пришел, я разговаривал, была задача в десятке. Попали в Еврокубки. Я думаю, уже захотят все повторения этого результата. Либо же вхождение в пятерку. Может, в пятерку, да. Но пока это никто не озвучил, руководство наше.
Но я думаю, что отношения уже, требования будут другие. В рамках подготовки к новому сезону не хотите провести спарринг-матч с какой-нибудь таджикской командой? Ну, скажем, условно, с Истихлолом и пару недель провести сборы в Таджикистане, потому что все условия созданы для нормальных тренировок, для достойных игр. Но, к сожалению, сборы как бы это не за неделю, не за 2, не за 3. Планируется. Это планируется месяца за 4 уже. Вот. Поэтому у нас плюс летняя пауза, она очень маленькая. Сейчас ребята, они отпуск у них 18 дней. Все. Вот. То мы собираемся и начинаем потихоньку. Мы собираемся ровно за месяц до первой игры официально. За таджикским футболом следите? Конечно, я всегда в интернете, сейчас же интернет есть. Конечно, я на сайт Федерации футбола ежедневно захожу, смотрю чемпионат, как сыграл Истикол, Худжан, там, ну, все команды, как сборная. Матчи наших команд смотрели в Кубке АФК? Смотрел, да. Я и живем смотрел. И сборную смотрел, живем здесь. И как вам матчи Истихлола и Худжанда? Должны выходить дальше. Ваш очень хороший друг Виталий Левченко сейчас является главным тренером Худжанда. В будущем возможно такое, чтобы вы тренировали какую-либо из команд Таджикистана? Либо же саму сборную? Все может быть. Я такой человек, когда никогда не говорю нет. В жизни все бывает. Я, может, там через год приеду сюда. Может, Учитывая вашу любовь к родине, к стране. Может, через 2. Может, там, не знаю, как жизнь сложится, но все может быть. Я не исключаю этот Недавние момент. слухи вас связывали с командой Цервена Звезда. Но почему-то быстро все было опровергнуто. Ну, потому что был ко мне интерес с их стороны, был интерес с Кипра. Там за рубежом был интерес ко мне, но я не собираюсь Хотите донести пока. до конца свой проект? Не то что проект, я просто не собираюсь пока из России уезжать. Мне интересно в России работать. Я и хочу там работать. Цервена Звезда, как по мне, это же уже повышение в классе, нет? Вам так не кажется? Мне нет. Я думаю, что чемпионат России намного сильнее. Намного сильнее. Ну, мое представление, что чемпионат Сербии это чемпионат 2 команд. Партизан, Цервена Звезда. Но эти команды регулярно участвуют в Еврокубках. Но они и будут участвовать, они и должны участвовать. Каждый год в Еврокубках. Потому что они между собой первые, вторые места. Не делят. это ли мотив перейти в эту команду? Нет, я сразу сказал по окончании сезона, что у меня контракт был подписан уже. Игорь Геннадьевич, спасибо большое. Теперь у нас подобного рода вопросы. Самое запоминающееся в качестве игрока в футболе. Что было для вас? 2 вещи. Когда я одел майку Памира и когда одел майку Локомотива. Тот же самый вопрос, только самое запоминающееся в качестве тренера. Пока тоже 2 вещи. Кубок с Локомотивом и 6 место с Тульским Арсеналом. С Тульским Арсеналом. И теперь более простой вопрос. Самое запоминающееся в жизни. Рождение дочки. Рождение дочки. Правда, что это личный вопрос? Можете не отвечать, но когда с рождением детей, а особенно дочки, мужчина становится более сентиментальным. Есть такое, да. Из меня веревки вьет кто-то дома. Есть такой человек. Слабохарактерный. Еще другой вопрос. Буквально перед выездом сюда, то есть в ущелье Алмуси, попросили спросить, так как Игорь Геннадьевич Черевченко это в первую очередь таджикский мужчина, а таджикский мужчина должен уметь хорошо готовить плов. Вы умеете? Готовил 1 раз. 1 раз? Честно скажу, готовил дома. Супруге понравилось. Понравилось? Да, она сказала даже лучше, чем в ресторане в Москве. Это был просто комплимент или действительно было очень вкусно? Но если я супруга сказала, она понимает. А как Где? часто употребляете таджикскую кухню в России? Мама всегда готовит. Когда к ней приезжаю, таджикская кухня там на первом месте. Без Ну, вопросов. Вообще европейскую я могу и сам делать. А вот я люблю таджикскую До кухню. своего отъезда обратно в Россию какие планы? Наслаждаться тем временем, пока я в Таджикистане. Всё. Наслаждаться Таджикистаном. Своей И родиной. как вам сейчас климат Душанбе на данный момент? Великолепно.
Игорь Геннадьевич, спасибо большое вам за беседу, это было приятно в первую очередь. Если честно, я смотрел все ваши интервью с иностранными журналистами, со специалистами, с тем же Нобелем Арустамяном, но я думаю, что не было такой открытой беседы, за что я вам очень благодарен, и я думаю, что это наша не последняя беседа. Конечно. И будем надеяться, что в следующем, когда вы опять же приедете, я буду встречать уже не человека, который занял 6-е место в российской премьер-лиге, а человек, который вошел в топ-3 и уже будет первым таджикским тренером, который будет представлять одну команду в Лиге чемпионов, несмотря на то, что не от Таджикистана. Спасибо большое. Спасибо большое вам и уважаемые друзья. А на этом наша беседа с Игорем Геннадьевичем Черевченко подходит к концу. Мы же будем надеяться, что такие беседы с другими очень интересными персонами продолжатся. Любите футбол, следите за передачами телеканала Варзиш. До новых встреч!